1 мая в Казахстане отмечают День единства народа. Это добрый и светлый праздник, который олицетворяет дружбу, понимание и согласие между всеми нациями, живущими в стране. Почему Казахстан – многонациональная страна и что знаменует День единства? По данным Бюро статистики Республики Казахстан, на территории страны проживают более 40 народностей, среди которых казахи, русские, украинцы, узбеки, татары, немцы, уйгуры, корейцы, азербайджанцы, дунгане и другие. Казахстан входит в число больших территориальных государств. Плодородные степи, климат, щедрость и приветливость казахов привлекали в страну представителей разных народов. Казахстан славился Великим шелковым путем, значительная часть которого пролегала по территории современной страны. По нему в Казахстан попадали представители славянских, романо-германских, африканских, азиатских этнических групп и племен. Часть путешественников селилась в торговых точках. Поселенцы обучались у мудрецов, воевали, защищая казахстанские земли вместе с татарами, кипчаками, уйгурами. Со временем они становились частью местного населения. Автор книги «Демографическая история Казахстана» Валентина Козина пишет, что в процессе присоединения к России, а затем и переселенческого движения, в Казахстане постепенно складывалось многонациональное население. По данным первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года, в крае проживало более 60 народностей. Следующее столетие было веком технологического развития и прогресса. В этот период миграция возросла, что только способствовало увеличению числа национальных групп. Например, на территорию государства переселилось много дунган и уйгуров, которые в поисках безопасности и стабильности бежали из Китая. Божией милостью мы! Миграции этнических групп способствовала государственная политика. Столыпинские реформы в Казахстане стали толчком к массовой волне миграции русских, поляков, украинцев, белорусов. В 1930-40-х годах на территорию Казахстана принудительно переселялись с Поволжья и Кавказа. Среди наций были корейцы, ингуши, чеченцы, турки, месхетинцы и представители других национальностей. Во времена Второй мировой войны процесс эвакуации пополнил также национальный состав Казахстана. Всего хорошего, успехов хороших и завоеваний вам на вашем новом... В послевоенные годы в Казахстан приехали тысячи людей со всех уголков бывшего СССР для освоения целинных земель. Когда Казахстан провозгласил себя независимым, на его территорию начали приезжать для постоянного проживания турки, чеченцы, китайцы, корейцы, курды. Вот основные причины, почему многих так привлекает Казахстан. Межнациональная толерантность, почтительное отношение к людям разных вероисповеданий, уважение ко всем членам общества, независимо от национальности и расы. Сегодня можно с уверенностью сказать, что Казахстан – многонациональная страна. Межэтническое согласие стало основой политической стабильности государства. Граждане не делятся по национальностям, а считают себя единым народом Республики Казахстан.